На этом месте среди кипарисов в поселке Никита в Ялте до депортации располагалось мусульманское кладбище. Сейчас здесь идет стройка. Власти выдали на этой территории 3 земельных участка под строительство. Местных мусульман эта ситуация возмущает, ведь здесь похоронены их предки. С детства, мне было 6 лет, но я очень хорошо помню, здесь дом рядом был, я хорошо помню, что здесь кладбище. На костях наших предков строятся жилые дома. Вот здесь выдали 3 участка земли. Мой прадед Амед был муэдзином в селе Никита, а прапрадед Абдураман был имамом в селе Никита. Моя бабушка Айше, она уроженка этого села. Мною было опрошено десятки старожилов Никиты, которые родились здесь в 20-е и 30-е годы. Все они говорили, что вот в этих местах, где мы видим вот эти старые кипарисы, эта местность называлась Аян-Хырлар. Именно в этой местности были святыни никитцев. Здесь на Хадырлес собирались, находились тысячи надгробных камней мусульман-никитцев, которые были здесь похоронены. После депортации крымских татар кладбище было разрушено, а надгробные камни использовались при строительстве дороги. Со слов моего отца я могу рассказывать, вот этот вот кипарис, это вот под этим кипарисом был захоронен их дядька. Ну, как бы папе было 14 лет, поэтому он помнит. Первый раз после депортации он сюда вернулся в 1975 году. На месте старого татарского кладбища он не обнаружил никаких надгробных камней, ничего. Здесь вот был большой вырыт котлован, и местные жители вот с этих вот окрестных домов туда высыпали мусор. Долгие годы этот участок не застраивался благодаря бдительности местных мусульман. Я с 1993 года работал в управлении по межнациональным отношениям. Как-то ко мне пришли жители Никиты, и где-то было это 1994 год, сказали, что пытаются на старом мусульманском кладбище выделять земельные участки. При Украине раза 2 были попытки, так как руководство Ялты менялось, были попытки, но мы все эти попытки пресекали. Точно такая же ситуация и по другим кладбищам населенных пунктов Большой Ялты. Местные жители обращались к главе администрации Ялты с требованием прекратить стройку на месте кладбища. Власти обещали решить этот вопрос, получив нужные сведения из архивов. Но уже несколько месяцев активисты не могут добиться ответа властей и решения проблемы.